Здравствуйте! В эфире национального телеканала «Новости» и краткий обзор событий. Поддержка малого и среднего бизнеса будет увеличена, планирует правительство страны. Самый сезон. Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Фантазии, полеты рук творения. Выставка проходит в Музее краеведения. Правительство России в течение 5 лет планирует увеличить объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства непосредственно банковскими инструментами до суммы не менее 10 триллионов рублей. Кроме того, планируется увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта, не менее 10%. Сокращение площади казенных земельных участков не вовлеченных в хозяйственный оборот на 50% относительно 2012 года, отметили в правительстве. Сердце для жизни. Республиканская конференция состоялась в актовом зале районной администрации Малгобека. В мероприятии приняли участие врачи из различных медучреждений региона. На обсуждение были вынесены самые распространенные кардиоболезни и способы их лечения. Конференцию приурочили ко Всемирному дню сердца, который отметят уже завтра. Репортаж Мадины Пугоевой. Приходится ли вам проводить кардиоверсию, электрофизиологическую кардиоверсию в условиях диспансера? Живое общение, вопросы и ответы. Участники медицинской конференции дискутируют на тему болезней сердца. В своей рабочей практике медикам приходится сталкиваться со сложными и редкими диагнозами. А вот в числе самых распространенных – гипертония, систематическое повышение артериального давления. Врач-кардиолог Хади Ведижева напоминает коллегам о факторах, способствующих развитию этого недуга. Как предотвратить гипертонию, как ее лечить, она поясняет в своем докладе. Осложнением инфаркта миокарда также является нарушение ритма, это фибрилляция желудочков, желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая тахикардия, фибрилляция предсердий и трепетание предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, нарушение проводимости и асистолия. Среди опаснейших заболеваний сердца так называемая ТЭЛа – тромбоэмболия легочной артерии. Чаще всего она является осложнением после травм, поэтому врачи должны уметь предотвратить образование тромба, а впоследствии и летальный исход. О том, как распознать и лечить эту болезнь, рассказывает врач-кардиолог Малгобекской районной больницы. Источниками ТЭЛа является тромбоз системы нижней полой вены, бедренно-подвздошный сегмент нижняя полая вена, тромбоз правого сердца в основном и неопределенный источник. Условиями тромбообразования, как известно, является триада Вирхова. Это повреждение эндотелия, соответственно, воспаление, замедление тока крови в этом месте и гиперкоагуляционный синдром. Лечение пациента с сопутствующими заболеваниями предполагает комплексный подход, поэтому о внесердечных эффектах кардиологических препаратов должны знать врачи различных специальностей. Лекарства в таких случаях подбираются индивидуально, с корректировкой дозы, учетом состава препарата и его действия. Если больной страдает хронической болезнью почек, и он принимает, например, ингибитор АПФ, так называемая, гипотензивная терапия, в кардиологии это гипотензивная терапия. У этих больных может подняться рост креатинина. Но это биохимический маркер того, что почки не справляются, что почки работают ненормально. Он может подняться до 20%, повыситься. Учиться на чужих ошибках и не допускать своих. Участники конференции совершенствуют свои навыки и знания по медицине посредством познавательных дискуссий. Врачам рассказывают о самых интересных и ранее неслыханных ими фактах. Самые интересные факты о сердце, которые сегодня узнала я, это что первый кардиостимулятор работал от розетки, что если сердце бьется ритмично и, соответственно, между ритмами есть паузы. Если эту паузу сложить, то, получается, сердце молчит примерно около 20 лет. Подобные конференции способствуют повышению профессионализма ингушских медиков благодаря взаимному обмену опытом и практическими знаниями. Впрочем, в преддверии Всемирного дня сердца медики проведут различные акции, направленные на выявление недуга на ранней стадии его развития и своевременное лечение. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.
Роспотребнадзор с 1 октября запускает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно к ней подготовиться. Операторы горячей линии дадут рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний детей и взрослых. Расскажут, как правильно использовать медицинские маски. По данным ведомства, первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября и продлится до декабря. В этом году Минздравом закуплено около 62 миллионов доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами. И к другим темам. 4 октября спортивных болельщиков ожидает ежегодный фестиваль «Кавказские игры». В этом году он пройдет в городе Грозный. Представители северокавказских республик будут выявлять самых сильных и ловких. Ингушская команда проводит сборы на базе отдыха «Мужичи». Перетягивание каната, армрестлинг, борьба на поясах. Подготовку ведут по всем дисциплинам фестиваля. За напряженными тренировками наблюдал Залимхан Калоев. Ингушские спортсмены в очередной раз готовятся доказать, что равных им в предстоящих состязаниях нет. Борьба на руках, троеборье, поднятие тяжестей, перечень дисциплин, в которых участники будут оспаривать право сильнейшего, действительно впечатляет. 12 дисциплин по 3 участника в каждой, около 40 спортсменов сборной Ингушетии. График спортсменов расписан по секундам, поскольку времени до старта фестиваля осталось совсем мало. Пока одни перетягивают канат, другие заняты армрестлингом. Эти ребята неоднократные фавориты Кавказских игр, победители различных соревнований. Крепкий захват руки и соперник повержен. Простое правило, которого придерживаются даже самые опытные армрестлеры. 4 года подряд. Вот. Нормальный результат от дохода, поэтому. А нормально, отдых был. До прошлого года я выступал на Кавказских играх. 4-5 лет я выступал на Кавказских играх. Вот, в этом году ребята наши выступают. Малороев, Сагов. Вот, и мой младший брат Тимурзиев. Тренировки у нас завершились хорошо. Вот. Будем надеяться на победу. Свои, хоть и пока еще не последние тренировки, ребята проводят под пристальным присмотром президента Федерации армспорта республики. С ребятами мы работаем, отрабатываем. Сейчас уже мы тяжелые снаряды бросили, завязали с этим. Сейчас они на скорость работают. И отдыхают ребята, вроде готовы, подготавливаем их. Ждем хороших результатов от них. Я надеюсь, каждый год мы в одной весовой категории из 3, да, постоянно первые были. Вот Тимурзиев Ибрагим, да, он подряд 4 года выигрывал Кавказские игры. База отдыха в селении Мужичи сейчас больше напоминает лагерь подготовки спортсменов. Отдыха здесь и близко нет. Один из сложных видов состязаний – бег на ходулях. Здесь важно не просто удержать равновесие, а еще добежать до финиша первым. Перенос тяжести на дистанцию за определенное время тоже занятие не из легких. Как только дается старт, груз нужно поместить в тачку, а это 150 килограммов. Пробежать дистанцию и выгрузить. Кто быстрее справится с задачей, тот и побеждает. А такой 50-килограммовый мешок с песком над головой спортсмен за 6 минут обычно поднимает более 50 раз. Правда, для этого нужно иметь сильные руки и особую технику. В прошлом году у меня ангина была, поэтому не получилось показать результат, какой мне хотелось. В прошлом году я у нас 90 поднял, в этом году это 95-97 планирую. Поставлю новый рекорд. Наблюдает за ходом тренировок спортсменов и зампред правительства Хусейн Зурабов и министр спорта и физической культуры Ингушетии Дауд Алхазуров. Они осмотрели площадки и пообщались с ребятами. Словом, на сборную республики возлагают большие надежды. За ингушских спортсменов болеет вся республика. А как они подойдут к фестивалю, покажет только время. И прошлые несколько лет занимали призовые места. В прошлом году 3-е место, в предыдущем году до этого 1-е место. Спортивная подготовка здесь проходит в плановом режиме. Надеемся, и спортсмены уверены в том, что они достигнут хороших результатов. Параллельно у нас идет подготовка и культурной части данного мероприятия. То есть у нас там на фестивале будет подворье, выставка наших музеев, выступления артистов, будут представлены и наши театры. Надеемся, что наша команда в целом выступит достойно и уверенно. Сбор у нас проходит на хорошем уровне. Все участники, и еще дополнительно мы
позвали еще столько же спортсменов, чтобы они провели спарринг, чтобы у них были спарринг-партнеры. В данное время сбор проходит на хорошем уровне. Надеемся, что мы достигнем хороших результатов. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет с 4 по 5 октября в Грозном. За достаточно большой период времени он стал одним из самых ярких и знаковых спортивных событий. Уникальная площадка, которая позволяет открыть культуру народов Северного Кавказа. Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24. Госдума накануне приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об изменении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против 83. Окончательный законопроект должны утвердить уже в Совете Федерации, и только тогда он вступит в силу. Заседание назначено на 2 октября нынешнего года. Так, согласно принятому закону, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с 3 детьми будут выходить на заслуженный отдых на 3 года раньше срока, с 4 на 4 года раньше. При этом трудовой стаж для матерей должен составлять 15 лет. А граждане, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка декоративно-прикладного искусства художников Бориса и Амадины Цалоевых. Супруги-творцы идут рука об руку не только в жизни, но и в искусстве. Они представили публике предметы декоративно-прикладного искусства, статуэтки древних башен и многое другое. Ознакомиться с экспонатами может любой желающий. Выставка продлится до конца сентября. А наш корреспондент Дана Плиева уже увидела эти работы. Это дерево бонсай. Просто живой. Это лишь одна из многочисленных поделок Мадины Цалоевой, представленных на выставке. Простой бисер, гипсовая бумага, структура и проволока в руках умелой мастерицы превращаются в прекрасное изделие декоративно-прикладного искусства. В зале Музея краеведения их больше полусотни. Здесь можно встретить цветки лилий, ириса, герани. Небольшой зал напоминает чудесный декоративный сад. Трудиться над которым Мадине не мешает 5 детей и домашние хлопоты. Любимое дело подхватили и они. Все началось 7 лет назад. А потом, по ходу, наха хосхетыш, 10 одежды, наюлена, доехали. На выставке представлены работы Бориса Цалоева, удивительные по схожести и красоте башни, передающие уникальную красоту горной природы Ингушетии, цепляют взгляд ценителей искусства. Статуэтки, изображающие национальные родовые башни, выполнены из горного камня и различных материалов. Создавать монументальные сооружения в миниатюре Борис Цалоев начал 10 лет назад. Вдохновение придали наши башни. На уникальное произведение ручной работы у мастера уходит где-то месяц. Механизированно невозможно сделать приблизительно башню. Почему? Потому что тут вот применен приблизительно сланец, да, вот на крышу, который, вот он только вручную обрабатывается. И вот они тоненькие, вот эти пластины, если приблизительно точилом или чем-нибудь его точить, она рассыпается. И поэтому приходится вручную вот это делать все. Любимое хобби супругов давно переросло в дело всей жизни. Их работы не раз выставлялись не только у нас в республике, но и за рубежом. Но сегодняшняя персональная выставка Музея краеведения у них первая. Творческий дебют изделий Читы Цалоевых вызвал восхищение у зрителей. Это искусство, над которым нужно очень долго работать, кропотливо. Это нелегко. Тот человек, кто занимается этим, тем более знает, что это такая работа уникальная, в которую нужно вкладывать много таланта, труда и умелости. Очень даже он хороший. Вся ручная работа из камня все сделано, говорят. Такое это редкость даже. Скульптуры, на которых оживает творение ингушских зодчих, понравились не только искушенному зрителю. Выставку оценили и школьники. Нужно было много терпения, чтобы ее сделать. И фигурки маленькие. Их нужно аккуратно слаживать, чтобы не развалить всю башню. В завершении мероприятия работники музея также вручили мастерам грамоты и памятные подарки. Выставка продлится в Музее краеведения до конца сентября, а пока ей может насладиться любой желающий. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Сегодня в России отмечается интеллектуальный праздник – День деловой книги. Этот праздник был учрежден в 2015 году. Деловые книги – это опыт лучших специалистов, которыми они хотят поделиться с коллегами и читателями. Это новые идеи, а порой и готовые решения, которые можно сразу использовать на практике. Данная литература существует для тех, кто за короткий срок хочет получить максимум пользы, что в наше динамичное время особенно актуально. В современном мире деловая книга действительно полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить успешную карьеру, дающая дополнительные возможности для профессионального развития. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это была вся информация к этому часу. Увидимся в 16:00.